Добрый день. Слышно меня? Есть, да, звук? И презентацию тоже видно, да? Вот, я ее прокручиваю. Отлично. Так, чат я смотрю через телефон. Еще пару минут подождем и начнем ровно в 2 часа. Пока только, кажется, ты, Леня, на связи. Или пока так не видно ничего. Так. Здравствуйте, дорогие коллеги! Мы приветствуем вас на канале Единого ресурсного центра поддержки СО НКО. Уже 2 часа, я думаю, можно начать. Если не видно презентацию или не слышно звука, вы можете написать в чате, либо проблема может быть в том, что вы сидите через Internet Explorer, поменять браузер нужно. Итак, меня зовут Дичковская Тамарико Евгеньевна. Я методист-тренер Единого ресурсного центра поддержки СО НКО. Сегодня тема эфира про конкурс, который проводится благотворительным фондом Владимира Потанина «Общее дело». Но перед тем, как начать эфир, у нас есть небольшая новость, или большая новость. Значит, наша команда Единого ресурсного центра поддержки СО НКО запускает исследование потенциала гражданского общества. Исследование будет проходить с использованием Google анкетирования. То есть под данным видео вы сможете найти ссылки на анкетирование. В некоторых районах в связи с низким качеством интернета будет применен наиболее оптимальный способ. Вам нужно будет пройти после эфира по данным ссылкам и заполнить 2 анкеты. Одна анкета для физических лиц и вторая анкета для руководителей некоммерческих организаций. Значит, в исследовании примут участие СО НКО, а также население республики. Мы призываем некоммерческие организации и жителей республики принять активное участие в данном исследовании. Результаты исследования очень важны для нас всех. По итогам исследования будет сделан детальный анализ о развитии некоммерческого сектора, о его проблемных зонах, в какой поддержке и ресурсах нуждается некоммерческий сектор. А самое главное, результаты исследования помогут нам вместе с вами выработать ряд конкретных предложений и мер поддержки для некоммерческих организаций в органы государственной власти. Поэтому
Сразу после эфира проходите по ссылке, которая будет прикреплена к данному видео, и просим заполнить анкеты. Можем перейти к теме эфира «Конкурс «Общее дело» благотворительного фонда Владимира Потанина». Благотворительный фонд Владимира Потанина является одним из самых крупных частных благотворительных фондов России, и в такое непростое время решает оказать жест солидарности некоммерческим организациям и оказать помощь в такое непростое время, в период карантина, в период эпидемии, и проводит два конкурса. Один конкурс «Новое измерение» и второй конкурс «Общее дело». К сожалению, вот по конкурсу «Новое измерение» срок приема заявок заканчивается уже завтра, 30 апреля. В конкурсе «Новое измерение» могли участвовать крупные инфраструктурные некоммерческие организации. Но вот по конкурсу «Общее дело» хорошо то, что этот конкурс проводится в течение 7 месяцев, с марта по сентябрь. Вот у нас общая информация. Общий грантовый фонд конкурса составляет 100 миллионов рублей. Сумма поддержки на один проект до 1 миллиона рублей. Сроки проведения с марта по сентябрь, как я уже сказала, ежемесячно до 20 числа вы сможете подать заявку на данный конкурс. Подача заявок проводится только через сайт, то есть вам нужно будет зарегистрироваться на сайте, создать личный кабинет. И если кто участвовал уже в конкурсах фонда президентских грантов, вам уже знакома эта система, вы сможете оформить заявку через сайт, то есть полностью заполнить можно только через сайт фонда. Одна организация сможет подать одну заявку и только один раз. Объявлены две номинации: «Музей культура. Новая форма» и НКО «Технологии Agile». Что такое Agile, сразу поясним. Это, если говорить кратко, Agile – это готовность организации быть гибкими, перестраиваться под новые требования времени. И как раз-таки это все про дистанционную работу и переход организации на онлайн-режим. На какие цели может быть направлен ваш проект по конкурсу? Вообще конкурс нацелен на создание условий для быстрой и качественной адаптации НКО и культурных институций к новым требованиям времени, а также на сохранение и укрепление организационного потенциала НКО в период неопределенности. По номинации «Музей культура. Новая форма» ваш проект должен быть направлен на адаптацию вашего учреждения к требованиям ограничений или прекращения доступа посетителей. То есть какой-то полный, может быть, перевод или частичный перевод ваших услуг в онлайн-форматы. Речь идет про, может быть, онлайн-экскурсии, может быть, про оцифровизацию материалов вашего учреждения и размещение на вашем сайте. Записи для YouTube каналов, записи подкастов. То есть все средства по проекту должны быть направлены на реализацию вот этих целей. По номинации НКО «Технологии Agile» проект должен быть направлен на перевод услуг НКО для целевой группы в дистанционные формы. Формирование у команды навыков дистанционной работы, оплата труда ключевых специалистов НКО и дополнительное техническое обеспечение НКО для сохранения объемов и масштабов работы. Вот на эти цели могут быть направлены средства вашего проекта по данному конкурсу. Требования к участникам конкурса.
Организация, основное требование то, что организация должна быть зарегистрирована не позднее, чем за 3 года до дня подачи заявки. То есть к моменту подачи заявки вам должно быть не менее чем 3 года. Исключением здесь является то, что ваша организация может быть создана в результате юридического преобразования, там, слияния, присоединения. Да? В данном случае вы можете подать заявку. Но в остальных случаях вам должно быть не менее чем 3 года. Организация, конечно же, не должна находиться в процессе ликвидации или банкротства. Руководитель организации, руководитель проекта, то есть руководитель организации должен быть также руководителем проекта. Заявку на участие подает только руководитель организации. В команду входят сотрудники организации. Так. У меня, оказывается, презентация не прокручивалась. Так, сейчас я прокручу до требований. Угу. Значит, руководитель организации должен быть руководителем проекта, и в команду должны входить сотрудники организации. Организация должна подтвердить, что предполагаемый проект соответствует основной деятельности и показать, каким образом результаты будут влиять на дальнейшую деятельность самой организации. То есть вы должны обосновать теми же количественными и качественными результатами, как результаты будут влиять на дальнейшую деятельность самой организации. Я думаю, что понятно, что вот все средства по проекту должны быть направлены на организацию внутренней деятельности вашего учреждения либо НКО. То есть средства должны быть направлены не на реализацию проекта для целевой аудитории, а именно для организации работы внутри вашего учреждения. То есть сначала помогаем себе, и потом уже вы сможете помочь для своей целевой аудитории. Итак, кто может принять участие? В конкурсе могут принять участие российские НКО сферы культуры, в том числе государственные и муниципальные учреждения и негосударственные некоммерческие организации. Какие это организации? По номинации «Музей культуры. Новая форма» смогут принять государственные, муниципальные, казенные, бюджетные, автономные учреждения и частные негосударственные учреждения. Также смогут принять профессиональные объединения или ассоциации в сфере культуры, в том числе музейные ассоциации. По номинации НКО технологии Agile смогут принять негосударственные НКО, которые работают с одной или несколькими целевыми группами, наиболее уязвимыми в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Какие это целевые группы? Так, пожилые люди, пациенты психоневрологических диспансеров и домов престарелых, лица без определенного места жительства, малоимущие граждане, лица с ограниченными возможностями здоровья, граждане в трудной жизненной ситуации. Вот все эти целевые группы также касаются и учреждений культуры, и музейного дела. Все должно быть прописано в уставе, только тогда вы сможете принять участие в конкурсе. Так, дальше идем. Кто не сможет принять участие? Не смогут принять участие организации, действующие грантополучатели благотворительного фонда Владимира Потанина, структурные подразделения НКО юридических лиц, то есть территориальные представительства, филиалы, учреждения, находящиеся в ведении Российской Федерации, в том числе музеи.
коммерческие организации в любых правовых формах, в том числе индивидуальные предприниматели, государственные, муниципальные, унитарные предприятия, государственные корпорации, кооперативы, религиозные организации, казачьи общества и общество КМНС, политические партии. Вот этот список, он не полный. Здесь у меня приведены основные пункты из этого списка. Со списком вы сможете ознакомиться в самом положении конкурса. Так, я забыла добавить, хочу добавить вот по целевым группам, да. Целевые группы также входят жители труднодоступных районов, либо удаленных районов. То есть НКО, который работает с жителями труднодоступных районов или удаленных районов, сможет также принять участие в конкурсе. Что такое труднодоступные районы? Я думаю, что это особенно актуально для нас, потому что у нас есть удаленные работы в удаленные районы, то есть в арктической зоне, и труднодоступные населенные пункты, которые, ну вот ввиду паводковой ситуации, ввиду каких-то природных условий, многие населенные пункты остаются без транспортной доступности. Поэтому, если у вас в целевой аудитории имеются вот жители таких населенных пунктов, конечно же, вы сможете принять участие. Так, ну, в принципе, все вот про конкурс «Общее дело». В остальном вы сможете ознакомиться на сайте конкурса более подробно. Также есть YouTube-канал самого фонда Владимира Потанина, и специалисты этого фонда рассказывают о нем более подробно. Также буквально вот вчера опубликовали новость, тоже на сайте Владимира Потанина, что будет объявлен конкурс «Школа филантропии». Общий грантовый фонд конкурса составляет 300 миллионов рублей, но прием заявок начнется с 5 мая и будет вестись до 1 августа. То есть сроки проведения с 5 мая по 1 августа, а прием заявок с 5 мая до 5 июня текущего года. Этот конкурс интересен тем, что в нем смогут участвовать инициативные группы местных сообществ, которые, как я поняла, не зарегистрированы юридически. Также смогут принять участие НКО, ресурсные центры, работающие с последствиями кризиса в России. Какая цель конкурса? Цель конкурса – поддержка инициатив, направленных на улучшение качества жизни наименее защищенных граждан Российской Федерации. То есть все инициативные группы, НКО, ресурсные центры, которые работают с такими гражданами, смогут принять участие в этом конкурсе. Поэтому следите за информацией, за более подробными условиями конкурса тоже на сайте Владимира Потанина. Мы рекомендуем прямо сделать вкладку у себя в браузере. Я думаю, что у вас уже есть вкладка сайта Фонда президентских грантов. Также стоит сделать вкладку Фонда Владимира Потанина. Здесь приведены контакты благотворительного фонда, сайт фонда, можете себе переписать. Консультации оказываются по конкурсу «Общее дело». Консультации оказывает Анистритенко Оксана Борисовна. Здесь указан ее номер телефона. И по другим общим вопросам вы можете обращаться также в фонд социальных инвестиций, который является оператором конкурса. Здесь тоже указан номер телефона, почта. Я думаю, что фонд старается отвечать оперативно, и указаны номера московские. Я думаю, что нужно звонить в рабочее время по московскому времени. Наши контакты наших менеджеров, также
контакты ну, единого ресурсного центра имеется в виду, и подписывайтесь на нашу инстаграм-страницу. Здесь указано наименование страницы в Фейсбуке. Так, сейчас посмотрим, есть ли у нас вопросы. Угу. Вопросов пока нет. Но если у вас вопросы появятся после эфира, я думаю, вы сможете нам их задать в директ Инстаграма или по электронной почте, и мы постараемся также оперативно ответить. Спасибо большое за участие. Сегодня также в 4 часа будет эфир, прямой эфир нашей коллеги. Просим также подключиться. В 4 часа будет выступать Илона Южакова, генеральный директор ОНО Центр обеспечения качества деятельности НКО «Окно», город Москва. Поэтому приглашаем вас к участию. На сегодня у нас все. Спасибо большое еще раз. И до встречи. До свидания.